ГСП онлайн. Городские новости сейчас. С территории Ухтинского конно-спортивного клуба украли жеребенка. Информация о поиске животного появилась в социальных сетях 4 сентября. Его забрали прямо от матери посреди дня. В 11 часов дневной коневод проверил кобылу Добрую, которая была вместе с жеребенком по кличке Презент на выгуле. А в 2 часа кобыла была уже одна. Ее 100-килограммовый малыш попросту исчез с территории бесследно. В таком возрасте жеребенка очень сложно выходить, он питается только молоком матери. Ему 9 сентября было бы месяц. То есть выкормить его, вырастить сейчас это практически нереально, только если знающие люди могут его, например, к другой кобыле молочной подставить. Но я думаю, что если это так, то это должно быть довольно-таки все спланировано заранее. Вывести жеребчика с территории не представлялось возможным. Малыш был не оповожен. Скорее всего, его унесли. Кобылу Добрую теперь не выпускают. Животное в стрессе. Теорий, кому мог понадобиться жеребенок, несколько. Возможно, его украли для перекупки. Презент, несмотря на свой юный возраст, выглядит как 3-месячный. К сожалению, записи камер видеонаблюдения в поиске пока никак не помогли. Настолько все символически, что даже не разобрать марку машины. То есть именно в этот период времени в районе проезжали машины, разворачивалась даже какая-то грузовая. Виден силуэт, но именно что за машина не видно. Поэтому, которая камера была вблизи, именно на то место, в этот день почему-то не записывала. Директор клуба отмечает, что за весь период ее работы такого никогда не случалось. Да и вообще в республике Коми. Лишь 2 года назад в Сыктывкаре также увезли уже взрослого коня. Обидно то, что это первый жеребенок, рожденный здесь за последние 3 года. Презент был долгожданным. Бессонные ночи в течение 11 месяцев беременности лошади, роды 1-й недели. Конь должен был остаться в родном клубе как преемник Доброй. Кобыле уже 15 лет. Теперь счет идет на дни. Такой малыш не может без молока матери и нескольких суток. Директор подала заявление в полицию. На территории клуба проводятся следственные действия. Если вы обладаете какой-либо информацией, позвоните по номеру, указанному на экране.